Новые вызовы стоят перед системой образования. Прежде всего, это цифровая трансформация, которая должна расширить возможности традиционного обучения. С какими результатами Башкортостан входит в новый учебный год, обсудим прямо сейчас в программе интервью в эфире Башкирского спутникового телевидения. Сегодня наш гость – начальник отдела государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки Республики Башкортостан Жанна Миникеева. Жанна Вильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Прежде чем будем обсуждать новый учебный год, давайте посмотрим, каким было завершение прошлого. По данным Минобразования, 420 тысяч детей ежедневно обучались в онлайн-формате и проведено 1,5 миллиона уроков. Вот с какими наработками мы вступаем в новый учебный год? Наработок действительно очень много. Эта четвертая четверть научила многому и детей, и взрослых. Ну, во-первых, учителя более смело сейчас понимают и будут использовать электронные образовательные платформы. Ученики больше окунулись в образовательный сегмент интернета и имеют полное представление, откуда добыть полезную информацию, чем можно воспользоваться именно в интернете. Поэтому эти наработки, конечно, не будут оставлены и немножечко поменяют подходы к обычному традиционному уроку. Учителям предоставлена была замечательная возможность перевести домашние задания в цифровую среду, и это облегчило отчасти их труд. То есть учителю зачастую теперь уже не надо сидеть проверять тетрадки, а достаточно воспользоваться электронным приложением, то, что есть в системе интернет. Кроме того, сейчас вот та четвертая четверть прошедшая, она послужила толчком создания своей собственной республиканской образовательной платформы. Все лето над ней трудились сотрудники Института развития образования, и на августовском совещании эта платформа была представлена. И сегодня вот проходило одно из совещаний августовских в Демском районе, где тоже учителя и директора демских школ познакомились с этой образовательной платформой. Она абсолютно бесплатна и функциональна. А в чем ее преимущество? Сейчас не нужно говорить, наверное, о преимуществе. Сейчас это базовая платформа, которой можно пользоваться бесплатно и в которой контент будет соответствовать федеральному государственному образовательному стандарту. То есть учитель может ею пользоваться. А преимущество одной платформы перед другой, наверное, он оценит чуть позже. Ну и хотелось бы сказать, что у нас развиваться будут и телевизионные проекты, «Открытый урок» с известной личностью. В этом году «Открытый урок» традиционно даст нам Ради Фаритович Хабиров. И далее тоже составлены уже планы по тем личностям, которые будут разговаривать с детьми посредством телепроекта. И продолжим мы историю с телеуроками для первоклассников. Цифровая трансформация системы образования. Что это такое? На какой стадии сейчас у нас вот эти новшества в Башкортостане? Вот сейчас я об этом и сказала. Сейчас это одна развивается, да. Это одна из деталей. Одна из деталей, да. И что еще подразумевается? Что подразумевается? Ну, сюда, конечно, уместно здесь говорить и о развитии национальных проектов, да, то есть точно так же мы в этом году добавляем пул школ, которые будут обеспечены компьютерной техникой в рамках национального проекта «Образовательная среда». Мы точно так же обеспечиваем порядка 42 школ, 42 школы оборудованием, в том числе и компьютерным, для создания сети центров образования цифрового гуманитарного профиля «Точка роста». Ну вот в этом направлении движемся, то есть обеспечение техническое и наполнение содержания. Ну, 1 сентября школы Башкортостана откроются, и в них помимо учеников и учителей войдут еще медицинские инспекторы. В какие школы прежде всего их будут направлять? Обеспокоенность и опасения вызывают те школы, наполняемость которых свыше 300 учеников. То есть там, где очень много учеников, достаточно большое количество педработников, которые в обычной жизни между собой пересекаются, общаются. Поэтому медицинские инспектора пойдут именно в наполненные школы с большим количеством обучающихся. И они у нас выступают помощниками наших школьных руководителей, администрации школ. Это именно те люди, молодые, красивые, с медицинским образованием, которые получают медицинское образование, которые будут ходить в своей медицинской одежде и напоминать о соблюдении санитарно-эпидемиологических правил в условиях распространения ковида. Ну и еще один вопрос, касающийся медицинской тематики, это работа стоматологических кабинетов. Вот какие результаты здесь, в Башкортостане, да, и какие планы на ближайшие годы? Смотрите, стоматологические кабинеты существовали и до замечательной инициативы прошлого года. Их уже
тогда, когда прозвучало поручение главы республики о создании стоматологических кабинетов и вообще внедрении проекта «Здоровая улыбка», до этого уже существовали порядка 140 стомат-кабинетов в школах. Вот. А в прошлом году уже целевым способом, целенаправленно были оснащены 61 школа за счет республиканского бюджета. И вот в этих школах появились новые с иголочки специально отбрендированные стоматологические кабинеты. Ну и хочу сказать, что, например, город Уфа вложили еще свои муниципальные средства и еще дополнительно оснастили 3 школы стомат-кабинетами. Задача такая – лечить зубы у детей, и не только той школы, в которой дети учатся, а и близлежащих школ на принципах сетевого взаимодействия. В марте, к сожалению, в связи с пандемией деятельность стоматологических кабинетов приостановилась. Вот сейчас, на сегодняшний день, уже понимание у всех действующих в школах, кабинетах есть, планы у них есть, наработки есть, и более того, у нас уже есть заявки от муниципалитетов на создание новых стоматологических кабинетов. Посмотрим, начнем с 1 сентября, возобновим деятельность уже существующих стомат-кабинетов, посмотрим до декабря, взвесим возможности, результаты и, возможно, в 2021 году приступим к новой порции создания стомат-кабинетов в школах. Но вообще дети сами туда приходят или их вызывают? Каким образом они работают? Дети, конечно, обследуются там планово, то есть как у любого врача, у него есть план, у него есть понимание, каких детей нужно отлечивать в первую очередь, но туда и в индивидуальном порядке может обратиться любой ребенок. Министр образования и науки Башкортостана Айбулат Хажин сказал, что в Башкортостане порядка 185 миллионов рублей направляются в школы на покупку средств индивидуальной защиты от коронавируса. Да? Вот каким образом будут расходоваться эти деньги? Смотрите, эти деньги, они направлены уже в муниципалитеты и рассчитаны на определенное количество, ну, допустим, порядка 4 рециркуляторов будет приобретено за эти средства, ну и определенные объемы дезинфицирующих средств и пирометров. Поэтому деньги переданы в муниципалитеты распределяют их по школам, и идет централизованная закупка всех этих средств. С 1 сентября также будет бесплатное школьное питание для учеников младших классов. Нужно ли родителям этих детей подавать какие-либо заявления? Каким образом строится эта работа? Это здорово, что этот год начинается именно вот с такого хорошего дела. Малыши с 1 по 4 класс все без исключения будут кушать, они будут обеспечиваться завтраком. Никаких дополнительных сборов какой-то информации или сведений не будет. Достаточно того, что ребенок является учеником начальных классов. Вот. Сохраняются прежние льготы, которые действовали в отношении ребят с ОВЗ и ребят-инвалидов. Для них, кроме завтрака, еще будет предоставлен обед. Жанна Вильевна, давайте обсудим полилингвальные школы. 2 школы уже работают в Уфе, еще 2 до конца года откроются в Стерлитамаке и Нефтекамске. Результаты тех школ, которые работали, насколько они эффективны? Ну, давайте говорить об эффективности содержательной части. Я думаю, об этом нужно говорить в течение учебного года. Но одним из показателей является то, что в эти школы очень хотят попасть ученики и их родители. То есть конкурсы в эти школы уже... Желающих очень много. Вот, допустим, если говорить о 44-й полилингвальной школе, она себя очень сильно зарекомендовала. Увеличилось количество желающих обучаться и в 162-й полилингвальной школе. Ведь здесь идет то, о чем мечтает каждый родитель. Мама всегда мечтает о том, чтобы ребенок знал несколько языков иностранных. Папа мечтает о том, чтобы ребенок пошел по какой-то технической дорожке. А полилингвальные школы, сохраняя вот ту профильность, которую они имели раньше, еще и обучает языкам. То есть вот здесь ждем хорошего результата, когда у нас первый выпуск в 9 классе выйдет, и мы посмотрим, как это на самом деле состоялось. А в этом году, да, с 1 сентября начинает работать 23-я школа города Стерлитамака уже в статусе полилингвальной, и мы ждем завершения ремонтных работ реконструкционных Нефтекамской школы-интерната, которая тоже будет переведена в статус полилингвальной школы. При большом конкурсе кому отдается предпочтение вот при приеме в такие школы? Скажем сразу, что конкурс, речь, если ведется об отборе, это касается только предпрофильных классов, то есть классов с углубленным изучением отдельных предметов, и профильных 10 классов. Остальное все действует в рамках действующего законодательства. Территориальное закрепление при приеме в первые и последующие классы,
наполняемость собственной школы. То есть вот такой приоритет тем детям, конечно, которые проживают на закрепленной территории. Есть ли понимание, при каких условиях снова вернется дистанционное обучение? Ну, мы все понимаем, что, и как сказала глава Башкортостана Ради Хабиров, что главное сейчас дисциплина, потому что от этого зависит, насколько будет распространяться коронавирус. Вот при каких условиях действительно снова возможен переход на дистанционное обучение? Я думаю, что все, кто работает в сфере образования, все согласятся с тезисом Радия Фаритовича о том, что сейчас главная дисциплина. Если будут соблюдаться все те методические рекомендации, которые мы направили в Министерство образования и науки, и санитарно-эпидемиологические нормативы и правила, которые разработал Роспотребнадзор, мы удлиним срок, пока дети у нас учатся традиционно. Если только начнут болеть учителя, вы понимаете, что без учителей образовательный процесс у нас будет каким-то образом трансформирован, да? Поэтому, пользуясь случаем, обращаясь ко всем учителям, это то самое время, когда в первую очередь дисциплину должны соблюдать не ученики, а учителя. Носить маски, соблюдать социальное дистанцирование и со взрослыми, и с детьми. И главное, не геройствовать там, где этого не нужно. Если занемог, останься дома. И если ты чувствуешь, что ты приболел, обратись к врачу и не ходи в школу, потому что взрослый человек, он и тяжелее болеет, и быстрее переносит инфицирование на другого человека. Ну и какие рекомендации вы могли бы дать родителям и самим школьникам в новом учебном году? Я думаю, что родители должны полностью понимать, что сейчас происходит в школе. Быть соратником того, что требуется в школах. Мы не требуем от ребят ношения масок, это решение самих родителей. Если родители считают необходимым, что ребенок должен носить маску, пожалуйста, пусть родители об этом позаботятся. Вот, например, я своему внуку сшила 5 масок, и он их носит с удовольствием. Надо маме просто объяснить, в какой период нужно менять красную масочку на синюю, или там, например, маску с номером 1 на маску номер 2. То есть это норма. Потом хотелось бы, чтобы родители тоже позаботились о своих детях. Конечно, в школах у нас будут дезинфицирующие средства, санитайзеры и все, что положено. Но вот мне, например, как бабушке, спокойнее, если у моего внука в кармашке лежит индивидуальный флакончик с санитайзером, потому что мы научили его пользоваться этим. То есть вот эти простые и общие действия, они приведут к хорошему эффекту. И потом, вот эти 5 простых шагов, они реально простые 5 шагов. Для учителей носить маску. Второе, соблюдать дистанцирование с учениками. Третье, соблюдать дистанцирование социальное со взрослыми. Четвертое, занемог, оставайся дома. Ну и пятое, соблюдай дисциплину. Вот в первую очередь это должно быть в голове самого человека. Спасибо большое, Жанна Вильевна. И я напомню, что гостем программы интервью в эфире Башкирского спутникового телевидения была начальник отдела государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки по Республике Башкортостан Жанна Миникеева. И мы говорили о том, каким будет новый учебный год. Оставайтесь на БСТ.